течение уносит. Первого окушка дернул. Вот он первый. Хороший. Вот. Один крючок уже оставил. Вот. Уже что-то. Течение уносит, блин. Вон там всплески хорошие. Рыба, между прочим, берег прям этот выпрыгнула. Кто-то активно гоняет их. Тоже туда надо переместить. Опа. Опа, ребят, уносит меня. И уносит меня. Да-да-да-да-да. Белый коня. Пока болтал, окушка поймала. Есть. Эх, унес. Потащил, блин. Нормально. Ой-ой-ой. Он проглотил, блин. Да. Вот он, хищник. Опа. Гонял мальков. Вон этот и гонял. Блин. Только закинул, сразу поклевка. Не успел даже включиться. Нормально. Есть. Есть, есть. Опа. Вот это да, как-то ловко получилось. Ну, блин, так неожиданно, во-первых. Я не ожидал еще, что он попадет. А так он один червь у меня уже утащил. А потом он попал, и так резво он ушел. Окушки они такие хорошие, блин. Бойцы такие. Есть, ребят. Опачки. Вот вам и елец. Пожалуйста. Тоже проглотил. Чего себе. О, есть. Берем. Лодка идет. А, он избушка остановился. Выше избушка. С верховья рыбаки спускаются. И зацепилась, блин. Рыба зацепилась. Я моя. Окунь зацепился. А смотри, подбородок попал. Нормально.
проглотил. Ой, да, до желудка. В общем, проглотил он насквозь. Кто-то еще есть, ребят. Сразу же поклевочка. Стандарт хорошенький такой. Самое то. И ок, ушел. Я подошел снова, ребят. Вон он. Нормальный даже. Крупнее даже. Чуть-чуть. Чуть-чуть покрупнее. Мелкий. Плотва. Все попадает. Уловистая снасть. Универсальная, так скажем. Окунь, плотва, елец, без разницы. Все идет хорошо. Ну вот, ребят, я на середине реки так припарковался. Вместо якоря вот так держусь ногами. Ну, поймал уже жареху, даже на 2, наверное. Вот такие хорошие экземплярчики, неплохие окушки. Вот они, матросики такие. На этого попал вот елец, плотва. Ну что сказать, первая рыбалка на окуня. Но в основном, конечно же, окунь собирается в стаю. Такая вот интересная рыбалка, это сентябрь, октябрь. Но все равно уже немножко можно поймать. Вот, сейчас я буду сплавляться потихоньку до избушки. Где-то, может, буду включаться, но основное не буду уже снимать. Где-то буду спиннинг кидать, где-то вот такую вот снасть, что обычно я ловлю окуня. Рыбачу на червя. Хищник, окунь, он любит больше наживы. Можно также окуня таким способом ловить на миногу. Желательно блесну желтую и вот так играть, как зимняя рыбалка. Вот. Ладно, я уже не пустой, самое главное. Потихоньку буду плыть и рыбачить. Это второй, ребят. Вот отсюда я поймал. Не хотел включаться, вон он какой красавец. Ой, блядь. Оказывается, сидел уже, ребят. Ничего не успел сделать. Нежданчик такой. Чуть поменьше. Берем. Нешуточная туча идет. В общем, гремит там. И ветер оттуда. Тучи поднимает. Все планы у меня поменяются, я смотрю. Сейчас быстренько рыбу почищу. Блин. Как не хочется дождя еще мне сегодня. В общем, вот такой улов. Вот он. Основном все окушки. Сейчас вот 4 штуки еще поймал. 3 штуки что-то там пытался вам заснять, но мало что удалось. И еще за кадром один окунь. Ну, не крупный. Может, даже этот. Или этот. Вот он. Не помню. Ну, примерно вот такой размер был, ребят. Вот и все. Ну, надеюсь, эта туча стороной пойдет.
Ну вот и дождь пошел. Но там туча проходит мимо. Это край тучи немножко задел нас. Я успел выпотрошить рыбу. Уже посолил вот в туис вот сюда. Ну и такая вот погода. Тендом закрыл прицикл. Один из подписчиков написал мне, что навес надо сделать для трицикла. И так вот смотрю, действительно, наверное, нужен. Так что, возможно, когда-нибудь еще и какой-нибудь навес сделаем, чтобы не возиться с этим тендом. Или нормальный тент купить, вот не такой большой, а именно вот компактный. В продаже тоже есть для этого трицикла. Отдельно продают. Вот. Что? Ладно, сейчас зайду в избушку, чай попью, побалдею там, полежу, подождем, может дождь закончится и дальше будем рыбачить, охотиться. Но, конечно, по тайге сейчас ходить сыро будет. Да. Так вот все. Вот видите, как все под навесом. Здесь сухие дрова у нас. Вот одежда, ничего, дождь не попадает. Класс. Не поленились, построили и пользуемся. Грибной дождь, одним словом. Вот смотрите. И солнце, и дождь. Я доедаю кашу гречневую. Сейчас что-то аппетит появился. До время посмотреть. Вот. В избушке тепло. Под шум дождя сейчас можно заснуть просто одним махом. Смотри, что делают. Сейчас грибы пойдут. Скоро уже. Сейчас ночи темные. Воздух теплый. Дожди идут. Думаю, скоро пойдут. Я, ребят, снова уже на охоте. Тут одно озеро. И, может быть, еще до другого схожу. Если не передумаю. Взял ведро. По пути буду собирать грибы, если будет. Какое-то вот затишье перед бурей. Кругом гром. Вот там с южной стороны гремит, и с северной стороны тоже. И безветренно стало. Короче, поброжу по тайге. Может, где лисички найду. Тут, короче, я ведра оставляю. Потому что я обратно здесь пойду. Жарко, пипец. Душно как-то. Где-то тут у меня должна быть фотоловушка. Так, еще дальше надо идти. Да, есть он, стоит. Это хорошо. Вот она. Фотоловушка, ребят. Давно уже стоит. На обратном пути тоже буду забирать. Пока здесь оставляем. Волны есть, а рыбы не... Ой, уток не вижу. Мелочная она рыба. Вот утка была. Прикинь. Не заметил.
Проморгал. Видел волны, но не увидел утку. Вот так улетел. Рябчик. Несколько штук их. Их не стреляю пока. Молодые совсем. Вон он. Вот еще. Их много, штук 5, наверное, минимум. Вот один. Еще вот тут еще сидят. Пускай. Капец, листвы сколько. Вон второй. Несколько штук их было. Пусть сидят. Пускай летают. Да, утки, черки. Одного увидел. Да, кормятся. Один упал. Туда сели, наверное, еще. Или взлетели оттуда. Волны еще идут. Ну вот. Одного добыли. Там две утки близко подошли друг к другу. Бахнул. Только одна упала. А потом штук 5, наверное, их было, может 6. И все в рассыпную там кормились. В кучу собрать ну никак. Сейчас вдоль озера я еще схожу туда. Этого пока оставляю. Он никуда не денется. Он там. Чирки. Там кряква в начале была. Здесь чирок. Спотел капец. Ладно, схожу еще до конца. Может еще что-то и будет.
Вон там уже край озера, конец. Все проверил, больше уток нет. Это озеро не просто десятки, а сотни уток мне давало. Очень-очень много уток я тут добывал. Какая-то вот, знаете, вот коричневого цвета озеро. И она не черная. Черные озера, они глубокие. И вот такие озера, они кормовые. И утка любит тут сидеть, кормиться. Постоянно тут добывал. Значит, если, скажем, вечером тут просто сесть и можно в лед тут пострелять. Ладно, идем. Надо подняться обратно в гору. Пойду к тому чирку, забираем и уже пойдем лисичку собирать. Если будет, конечно. Вот. Ну, знаете, вот, что сказать. Бывает так, что, я не знаю, ты становишься иногда слепым. Я первую утку вот на этом озере вам показал. Я видел волны. Потом расслабился, но понял, что уток нету. А утка-то вообще рядом сидела. И вообще я не увидел. Не знаю почему. Значит, не наша утка. А эти просто меня дождались. И я смог добыть. Надо посидеть. Немножко подостыть надо. Еще один момент такой вот происходило. Это получается, наверное, где-то в позапрошлом году. Да, позапрошлом, наверное. Когда более-менее дичи было. Или уже 2 года прошло. Не помню уже. Но кто смотрит постоянно, там один момент был, когда молодняк, сосновый лес, невысокие, от силы до 10 метров, но густая тайга такая вот, молодая. Тулан как азартно лаял. Как он лаял, бедолага. Я подкрался вообще в упор. Я не увидел глухаря. Представляете, вот и так, везде посмотрел, но никак. А собака просто лает. Думаю, это белка. А как там оттолкнулся этот глухарь, чуть дерево не сломалось. Капец, так обидно было. Мне обидно. И жалко Тулана, что он так старался. Действительно, он так старался. Он держал этого глухаря. Ну, молодой, может, там, годовалый этот. Ну, молодой глухарь. Не знаю, что иногда бывает происходит. Не вижу. Глухаря не увидел. Вот сейчас вот, ну вот надо пересмотреть этот момент. Там в кадре он, ну трава и все. Я траву просмотрел, потому что там волны были. И не увидел. Ну, ничего страшного. Я от этого, как бы, что от меня улетает, убегает, я не жалею. Убежал и убежал. Земля круглая, встретимся еще. С этим кряком и с теми, кто от меня уходил раньше. Возможность была и сейчас рябчика добыть. Но принципиально я до сентября, я боровую птицу, в числах до 15 я не добываю. Потому что видно, что рябчик еще молодой. А вот в октябре, ребята, лучше в октябре хоть меньше дичи удастся добыть. Но зато у вас суп из дичи, настоящий вкусный суп получится. А то, что сейчас они, ну, я не знаю, ни жира, ни мяса, ничего пока нету. Один пух. Но так, как взорвалось там, сразу взлетели разом. И вот эта листва еще, они листву задевают крыльями. И такой вот шум такой,
прям как будто что-то взорвалось под ногами. В упор они сидели там. Кормились, наверное, даже. Может, грелись на солнце, я не знаю. Фу, хорошо. Ладно, идем. Надо думать, как доставать его. Ну, в принципе, спиннинг есть. Попробую палкой. Если не получится, то спиннингом попробуем. Что-нибудь да сделаем. Там не оставим, конечно же. Добытую птицу. Сейчас пойдем. Черники вообще нету. Странно. Вообще. Ну, есть там пару этих ягод и все. Да, еще добавлю. Что там говорить насчет утки или глухаря, вы не замечаете. А бывает такое, что лось стоит 30 метров от тебя, и хрен ты его увидишь. Представляешь? Он просто стоит, сливается как-то с деревьями, и просто ты не видишь. То, что вот сейчас весной я вам показывал, собака лаяла, но от силы там 35 метров от меня был. Стоит, не вижу. Собака потом посмотрел, в какую сторону он лает, и только увидел. Так что, не знаю, как-то вот природа так создала их, чтобы они маскировались, прятались. Они, утка тоже самые вот подранки. Они ныряют, потом как-то только клюв, она торчит воздухом дышит, и все. Хрен ты их увидишь.